Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. Испытания космической системы Арктика-М завершат в 2024 году. Якутский спортсмен установил новый рекорд на чемпионате страны по Северному многоборью. Фестиваль Мусустар завершился в Якутске в минувшие выходные. Испытания космической системы Арктика-М завершат в 2024 году. Спутники системы предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Сообщается, что минимально в состав гидрометеорологической системы должны входить два таких аппарата. По сообщению специалистов, новые спутники позволят получать обзорное изображение арктического региона Земли не реже, чем раз в 15-30 минут. Лед тронулся в Якутске. В минувшие выходные состоялся долгожданный молодежный фестиваль «Мусустар». Проект объединил около 18 тысяч талантливой и активной молодежи республики на 7 площадках офлайн и онлайн. Завершился «Мусустар» самым ожидаемым событием фестиваля – ледовым шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также шоу дронов и грандиозным салютом. О том, станет ли «Мусустар» ежегодным событием, ответил глава республики Айсен Николаев. В зависимости от того, насколько он будет успешным, мы примем решение об его продолжении. Я очень надеюсь, что мы его сделаем постоянно действующей такой площадкой, как раз для нашей творческой молодежи, которая очень тепло восприняла этот фестиваль. Очень много желающих поучаствовать, почти 18 тысяч уже заявок, насколько я знаю, зарегистрированных участников. Очень много разных конкурсов по разным трекам. Уверен, что все у нас получится, и этот конкурс, на самом деле, фестиваль станет одной из визитных карточек нашей Якутии. А тем временем именно Мусустар стал первым масштабным мероприятием после принятия ограничений в связи с распространением COVID-19. Так, помимо уже традиционных мер обеспечения безопасности, в ходе фестиваля также использовался и инновационный метод по недопущению распространения инфекции. Мы обеспечили несколько, так сказать, мер безопасности. Конечно, стандартные — это перчатки, санитайзеры, маски и дистанцирование. Если видите, здесь везде нанесена разметка, расставлены стулья на самом стадионе, даже демонтирована часть кресел на трибунах, потому что мы обязаны эти требования соблюдать. У нас применяется сейчас новая разработка, которую участники все скачали перед тем, как зайти на стадион в Telegram. И это искусственный интеллект, который по кашлю определяет наличие и отсутствие ковида. Его точность приблизительно 95-96%. В продолжение темы фестиваля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сыграла на якутском хомусе. Видео она выложила в сторис своего профиля в Инстаграм. Национальный инструмент Загитовой подарил глава республики Айсен Николаев. Открытый чемпионат России и чемпионат Карелии по зимнему плаванию завершился в субботу в Петрозаводске. На побережье Онежского озера прибыли более 370 спортсменов из разных регионов страны в возрасте от 8 до 96 лет. Заплывы прошли в зимнем бассейне длиной 25 метров на 8 дорожек. Пловцы соревновались в вольном стиле, брасе и баттерфляе. В последний день прошли заплывы сильнейших спортсменов, а также командные эстафеты. Мы все живем этим, получаем положительные эмоции, кайф от соревнований. Тут, скажем так, нет места негативу. Все лучезарные, добрые, дружелюбные. Поделилась участница соревнований из Санкт-Петербурга Алена Савунова. Мы все живем этим, получаем самые положительные эмоции, кайф от соревнований. Тут, скажем так, нет места негативу. Все лучезарные, добрые, дружелюбные. Вообще все классно. Самое экстремальное – это зайти в воду. То есть зайти сначала, это тяжело, надо перебороть себя. Вот, когда заходишь, моменты, эти минуты старта, они вечностью кажутся. А когда звучит уже гонг на старт, там забываешь о холоде, забываешь обо всем и плывешь только вперед на победу.
Георгий Сафронов из Амиконского района установил новый рекорд России среди юнионов по прыжкам через нарты на чемпионате страны по северному многоборью. Так, соревнования прошли на Камчатке. В течение 5 дней многоборцы состязались в беге по пересеченной местности, в тройном прыжке, метании топора, тынзяна на хоре и прыжках через нарты. В общекомандном зачете сборная Якутии завоевала 2-е место как чемпионата, так и первенства России по северному многоборью. В турнире приняли участие сборные команды из 11 регионов. Перейдем к прогнозу погоды. Сильный снегопад прошелся на юге республики этой ночью. Так, в Нерюнгринском, Алданском районах в ночь на 29 марта синоптики спрогнозировали сильный снег с поземками при ветре в порывах до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составила -9, -14 градусов, при прояснении -18, -23. На юге -4, -9 градусов, днем -4, +1. В Якутске -12 градусов, преимущественно без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха на сегодня составит 0, -1 градусов. Это были самые холодные новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи.